22 июня 1941 года одна из самых памятных и скорбных дат в истории России. 22 июня, ровно 82 года назад, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней. Горе и смерть пришли в тот день в нашу страну. Нам нельзя забывать о Великой Отечественной войне, о том подвиге, который совершили наши деды, отцы, прадеды. Наши 27 миллионов погибших советских граждан достойны того, чтобы мы помнили, чтили этот подвиг и чтобы донесли эту историю до наших детей и внуков. Это та часть истории, которой мы должны гордиться и помнить всегда. Дорогие друзья, уважаемые юнармейцы, в Чебоксарах горит вечный огонь. Он символизирует память чувашского народа о наших земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Более 200 тысяч наших земляков все как один встали и ушли на защиту Великого Советского Союза. Половина из них не вернулись. Те, кто вернулись, уже их почти не осталось. Но они видят, они чувствуют, что молодежь будет продолжать эти традиции. И я думаю, что вы передадите еще и своим детям, что была война, что мы победили. Что есть счастливый край, в котором жизнь и жизнь рай. Тянет из слез не бед, не бурь, а в небе чистом, как лазурь. Над очертанием рек и сел парит, парит степной орел. Не улетай, не улетай, еще немного покружи. И в свой чудесный дивный край ты мне дорогу покажи. И хоть он очень далеко, ты долетишь туда легко, преодолеешь путь любой. Прошу, возьми меня. Участники Великой Отечественной войны подарили нам светлое будущее. Спасибо им за это. Сегодня по-настоящему траурный день. Мой голос дрожит, потому что я вспоминаю, как и вот моего возраста люди, рассказы фронтовиков, которые были в каждой деревне, в каждом населенном пункте. Они рассказывали нам, как это начиналось, что им пришлось перетерпеть, как они вынесли все это и победили. Наша задача состоит в том, чтобы мы вам рассказали все, что было, что мы услышали. А ваша задача состоит в том, чтобы вы точно так же следующему поколению передавали и не давали забывать про наши победы. Должны уметь отличить правду от лжи, должны хорошо изучать историю и любить Родину, а также быть здоровыми, чтобы защищать интересы России на мировой арене, чтобы Россия продолжалась в веках на многие-многие тысячи лет. Передо мной стоит поколение, в которое мы вкладываем надежду. Наследие. Что это такое? Честь защищать Родину. Эти слова не пустые. И если смотреть на наших родителей, участников Великой Отечественной войны, ветеранов,
то мы точно так же стояли и слушали их рассказы. Впитывали все, что они нам говорят, и понимали, что страна, в которой мы живем, те идеалы, то наследие, которое она нам передает, должно жить в веках. И сегодня, когда смотреть на поколение, в котором мы жили, это были те же ребята, которые защищали нашу страну в локальных войнах, чтобы эта война не пришла к нам. И я думаю, что задача вашего поколения – сделать так, чтобы ваши знания, ваши умения, ваш настрой по жизни дал возможность этой стране процветать дальше. Мы верим в вас. С винтовкой русской боевой я был в краях чужих, далеких, и днем, и ночью, в час любой, я чувствовал свой долг высокий. Чем дальше от родных полей, тем с большей повторял я силой, как голос совести моей, как песню. Я живу в России. Чужую пыль на сапогах трава росистая отерла над победителем врага. Родное небо распростерлось, чувашский ласковый язык, сказания наши золотые, народной мудрости родник. Все это сберегла Россия. Я синью глаз не наделен, не славянин я крутоплечий, и волосы мои не лен, и сердцем я чуваш, и речью, но я солдатом русским был, так звали все меня народы. Навек я с детства полюбил Россию, родину свободы. Сегодня мероприятие, посвященное годовщине начала войны. Мы присутствовали со сборной командой Чувашской республики по спортивной аэробике. Мероприятие очень полезное, нужное, особенно в наше время. Мы многое узнали. Я даже для себя лично открыла что-то новое. Я думаю, что на следующий год мы приведем больше спортсменов. Первый раз в жизни я была удостоена познакомиться и сфотографироваться с героем России Гавриловым Николаем Федоровичем. Нам очень понравилось. Надеюсь, мы будем ходить сюда каждый год. Сегодня мне очень сильно понравилось, как говорили про Петра Хузанкая, как мы возлагали цветы. Я буду очень сильно надеяться, что наши внуки будут гордиться теми, кто дал нам шанс на то, чтобы жить, чтобы мы могли спокойно спать.